Друзья, всем привет! Сделал очередную партию якутских ножей на шею. Последний раз делал их очень давно. На шею как? На шею их можно назвать условно, потому что, конечно, некоторые экземпляры, в частности номер один, он довольно-таки большой вышел. Значит, тесемка. Их можно носить и на поясе без проблем. Можно эту тесемку обрезать, завязать концы. Мне просто жаль было, скажем так, когда куешь, иногда клинок получается длиннее, чем ты планируешь, и иногда просто жаль стачивать его и пускать в опилки, поэтому я сделал, как получилось, в общем, так и сделал. Значит, сталь на всех ножах Х12 МФ, ковал не торопясь, не спеша, с чувством, с расстановкой. Длина клинка здесь 110 мм, а я планировал до 100. Ширина 22, толщина в обухе 3 мм, длина рукояти 110 мм. У номера один это мореный дуб, он проморился вот так частично, где-то проморился, где-то нет. Вот здесь вот сердцевинка видна. У дуба очень красивая сердцевина с лучами. Больстер из рога, все как обычно. Значит, по геометрии клинка легкая линза, практически прямой спуск. Сведен в ноль, без подвода. Вот здесь подвода никакого нет. Значит, машинный сатин оставлен на спуске. Здесь дол кованый. Значит, кончики на всех ножах деликатные очень. Консервы открывать не рекомендую. У многих это возникает шок, и они не понимают, что тогда этим ножом можно делать, если им нельзя открывать консервы. Номер два. Здесь кожа пропиталась вот такими пятнами. Не знаю, с чем это связано. Такое бывает иногда. Не знаю, видимо, особенности кожи, с которой я работаю. Здесь древесина орех. Длина клинка 105 мм, ширина 22, толщина в обухе 3 мм. Больстер из рога лося. Оставлена природная, как бы, фактура рога. Я всегда так оставляю, то есть ставлю больстер поперек. Мне кажется, так интереснее выглядит. Номер три это у нас карагач. Он тоже такой интересный, у него рисунок. Что-то такое, знаете, как чем-то напоминает кожу рептилии или что-то такое. Вот он уже таких вполне себе размеров, которых я хотел добиться. Длина клинка у него, чуть меньше 105 мм, почти 100. 22 ширина, 3 в обухе и 100 мм рукоять. Он такой уже маленький, приятный, юркий такой. И больстер здесь интересно вышел. Здесь, кстати, больстер, по-моему, не рог лося, а рог оленя. Потому что у него пористая часть такая темная. И номер 4, как я понял, это дамский вариант. Поэтому я решил поставить сюда абрикос. Он с таким розовым отливом. Тоже интересная деревяшка. Она еще такая немножко, как сказать, сосудистая и на ощупь немного шершавая. Но зато интересный у нее оттенок розовый. Здесь длина клинка 100 ровно, 22 ширина, 3,5 в обухе, 105 мм длина рукояти. Его я сделал по форме таким немножко копьевидным, он более стремительный такой получился какой-то. В общем, вот так. Вот такие вот ножны. Значит, все ножи комплектуются длинным таким шнуром, на шею вешать. И вот здесь вот костяная пряжка. Продет шнур плоский. Можно ее расплести, вытащить, завязать узлом, если она будет мешать. Также в этом видео хочу ответить на один из популярных вопросов, который был оставлен под предыдущим видео, где я делал якутские ножи, тоже партия была, это было несколько месяцев назад. Видео было очень популярным, и подобных комментариев было много. Я так понял, от людей, которые первый раз зашли на канал и не совсем были в курсе той технологии, по которой я делаю ножи. Значит, я стал на ножах делать вот здесь вот
на тыльнике точечку, которая показывает, с какой стороны находится режущая кромка. Да? Вот. Делано это с точки зрения удобства, безопасности, потому что нож, когда лежит в ножнах, вообще непонятно, где у него, с какой стороны находится режущая кромка. И многие тогда написали, мол, зачем ты изобретаешь велосипед, потому что у традиционных якутских ножей у них вот здесь вот в сечении рукоять в виде яйца. То есть она вот сужается вот здесь вот. И по тыльнику сразу можно понять, где у него находится режущая кромка. С одной стороны, да, это все правильно. Но у моих ножей есть вот такая вот фишка. Смотрите. Достаю нож, переворачиваю и засовываю его другой стороной. И он засовывается туда так же легко, как и первоначально. Этого можно было достичь только за счет того, что делать рукоять в виде сечения рукояти, в виде эллипса, чтобы оно было симметрично не только вдоль плоскости клинка, но и поперек, да, чтобы у него были обе стороны. Вот, поскольку кожаная часть формуется, то есть, да, формуется по рукояти на мокрую. Соответственно, кожа приобретает сечение рукояти. Если вы будете делать яйцо, да, сечение рукояти яйцо, то и кожа у вас отформуется под яйцо, и вы другой стороной уже нож не вставите. Кому-то это может быть и не нужно, чтобы он вставлялся любой стороной. Но я на своих ножах так делаю, мне кажется, так намного удобнее, потому что можно вообще не думать, вставлять нож как попало, как он там в руке у вас лежал, так вы его и засунули, и он одинаково хорошо будет там удерживаться, понимаете? Мне кажется, для рабочего ножа это, интересная фишка. Она, может быть, и не часто будет использоваться, но интересное дополнение вот, для рабочего ножа. Поэтому, я вот так вот делаю, и мне несложно сделать точку на ножах, вот на всех ножах. Как мы видим, и есть такие вот точечки. Единственное, что вот здесь вот на дубе я так и не понял, какую точку лучше было бы ставить. С одной стороны, я боялся, что черную поставлю, рукоять темная, будет плохо видно. А светлую, вроде видно тоже. Короче, не знаю. В общем, рукоять такого переходного цвета, и какую точку надо было ставить, я так и не решил. В общем, поставил белую, ладно. Вот, так что вот такие вот ножи. Процесс я не показывал, извините, потому что много раз уже такие ножи делал. Больше, наверное, показывать не буду, потому что смысла нет. Смотрят такие видео уже мало людей. Все, в принципе, всем, кто смотрел, всем спасибо, всем удачи, всем пока.